Сейчас бы искупнуться. Да хватит ныть уже. Как же хочется покушать. Прям как маленькие дети. В тот день у нас шел кружок столярного дела. Я ненавидел этот кружок, но мама заставляла меня туда ходить. Олеся, где этот мастер? Куда он пропал? Да мне почем знать? Он уже второй раз на урок не приходит. Мы, ребята из разных классов, изготавливали шкаф для директора, у которого сблизился юбилей. Я еще представляла, как он получит свой новенький, только что отструганный шкафчик и будет рад. Слава! Поскорее иди сюда, смотри, что там происходит! Зачем я только пришел на этот чертов кружок? Лучше бы сидел дома. Нужно закрыть главные двери! Коля! Колян! Нам пришлось укрыться на несколько дней в мастерской. Мы ничего не ели и пили только сырую воду. Нам еще повезло, что мастерская была из прочного советского металла. А я что? Я просто шла, куда идут все, и мне на все было наплевать.
Мы исследовали лес, пока нам попался лишь один зомбак. Нам показалось, что тут безопасно. Это как в кино. По сценарию у каждой команды есть свой вожак. У нас вожак это Нина, и она приказала разбить лагерь. Как думаешь, тут безопасно? Ну, вроде тихо. Как думаешь, часовых поставить? Да, это обязательно. Зачем мы так часто меняем лагеря? И почему мы живем не в городе? Чтобы выжить, а то бы нас давно заразили и съели. Да в городе хотя бы можно поесть найти. 4 куска в день. Это издевательство. Да еще сократят. Да-да. Эй, у нас проблемы. Какие? У нас хватает еды только на 2-3 дня. Может, сходить в город? Что? Ты хочешь пойти в город, где полно зомбаков, которые съели половину нашей группы? Ну да, я понимаю. Но тут нету ни магазина, ни животных. Да. Мы вдвоем пойдем? Да. Хорошо. Тогда надо оставить кого-то за главного. Да. Хорошо. Я пойду скажу. Хорошо. Я все равно должен вернуться в город. Если ты пойдешь туда, то тебя съедят. Ну иди, тебя здесь никто не держит. Ну и пойду. Скоро. Что ты там вечно пишешь? Я веду дневник. Зачем он тебе? Какая тебе разница? Правда, зачем он тебе? Он помогает мне держаться. Откуда ты это взял? Тихо. Всем расскажи. Дай мне тоже. Разве вы не должны со всеми делиться? Ешь молча. Андрей такой хороший, помогает нам. Я так хочу кушать. Да хватит ныть. Мы же недавно только ели. Только кусочек хлеба. У нас и так нету еды. У нас только вода осталась. Ребята, теперь мы будем жить здесь. Я думаю, несмотря на то, что нас осталось мало, мы обязаны дождаться прихода помощи. Я уверен, что отряды сопротивления подойдут совсем скоро. Прошу вас не сеять панику и сохранять спокойствие. По 2 человека на ночное дежурство. Маша и Света готовят обед. Чего она тут раскомандовала? Да, с чего она вечно командует? Может, я не хочу больше мыть посуду. Если тебе что-то не нравится, можешь быть свободна. Есть еще претензии? Да, есть. Что ты вечно командуешь? Если тебе что-то не нравится, можешь валить. Ну и свалю. А я ушла из лагеря. Направилась в сторону своего дома, где жили мои родители. В тот день Света была обижена. Она была не в духе. И она ушла в лес, в сторону города. И никто не пытался ее остановить. Не было как-то по-фиолетовому. Если хочет уходить, пусть уходит. Или ее сожрут. Мне как-то плевать. Главное, я осталась жива. А мне в ту ночь снилось, как мы с папой пошли в парк. Он купил мне мороженое и сладкую вату. Мы все были уставшие и спали как сурки, и почему-то нам снился только один сон, и это была мама.
Нам пришлось в спешке покинуть лагерь, так как мы знали, что если придет Света, то придут и остальные. Для меня произошло все так внезапно. Неужели все так просто в жизни? Один укус и все. Снова мы тронулись в дорогу. Есть ли смысл прятаться, если нас все равно найдут? Почему-то все впали в панику, особенно мальчики. Ситуация была хуже некуда. Слушай, ты уже достала со своим тупым нытьем! А меня достала ты со своими тупыми командами! Если бы не ты, Нина, была жива, Света и другие! Да уходи отсюда! Вот уйду! Здравствуйте, приехали. Теперь нам пришлось разделиться на две группы. И все из-за Нины. Мы с нашими ребятами тронулись в город. Как же я устал. Как бы я хотел, чтобы все это закончилось.